суверенитету, значит, начиная с военных лет. Как только война началась, взялись за оружие и с тех пор борются. Именно в отношении этих лиц эти санкции применены. Понимаете? Вот об этом надо говорить, я на это хочу обратить внимание. То есть произошла смена ориентиров. И это очень важно подчеркнуть. Я думаю, что это очень важно. Понятно, что вам. Отдельное происшествие на территории Республики Абхазия дает оценку Следственный комитет Российской Федерации. Такой факт у нас тоже имеется. Это о чем говорит? О том, что органы государственной власти Абхазии неправильно оценивают ситуацию. Наша МВД, прокуратура, СКБ даже не оценивают ситуацию верно. Так получается. Мне трудно об этом судить. Так получается, понимаете? То есть правоохранительные органы Абхазии по этому факту решения не принимают, а Российская Федерация принимает. Ну как это? Как это называется? Тоже она какая-то реакция должна быть. Когда будете говорить с исполнительной властью, то это тоже рекомендую обратить внимание. Понимаете, это тоже нездоровые какие-то признаки, понимаете? Но это в любом случае сфере. Да, вот это тоже обратите внимание, пожалуйста. Я хотел бы... Парламент как площадку, с которой мы хотим начать задавать вопросы по сегодняшней ситуации, с которой складывается внутри Абхазии и вокруг Абхазии. И на этой встрече было подчеркнуто, что в принципе, да, есть у нас один вопрос к парламенту, это их реакция по поводу, ваша реакция по поводу того, что вашего коллегу лишили гражданства. Это, значит, все-таки политический акт, на который парламент должен будет прореагировать, как мы считаем. А в остальном мы считали, что парламентская площадка самая удобная для того, чтобы задать вопросы исполнительной власти, на которую, кстати, все ссылаются, да, то есть и когда были выборы, ссылались, что исполнительная власть должна реагировать, МИД, СГБ, об этом говорил избранный президент, и мы рассматривали, так как у нас парламент, общенародная площадка, на которой мы бы хотели видеть представителей исполнительной власти, которым мы бы задали эти вопросы конкретно. И хотели бы знать их реакцию. Поэтому мы и с нами согласился спикер парламента, и мы, так сказать, вот сегодня здесь и находимся. Как в дальнейшем построить этот диалог именно с исполнительной властью, потому что это общенародный вопрос, это не касается одного-двух деятелей общественно-политических. Круг расширяется, депортированных представителей нашей диаспоры становится все больше и больше. Вот и пока мы этот вопрос обсуждали, появилась еще новая форма, это как иноагент, представителю на наших СМИ. Вот. И поэтому, чтобы сделать это общенародным таким обсуждением, и конкретные ответственные люди, которые должны защищать права своих граждан, МИД на внешнем контуре должен защищать права своих граждан, СГБ на внутреннем и так далее, президент и так далее. И поэтому мы, если в дальнейшем мы-то сегодня свою точку зрения выскажем, до них может дойдет, а может нет, просто играть в молчанку, мы задаем вопросы, а представители исполнительной власти будут молчать и не реагировать. Ну, вы знаете, как у нас других инструментов, кроме парламента, нету, с ними построить диалог. Защищать абхазская власть в лице исполнительной власти, МИД, СГБ. Мы, так скажем, таким образом, да, что мы создавали, да, ветераны, я имею в виду нас всех ветеранов, создавали это государство именно для того, чтобы оно защищало наши интересы. Понимаете? И без поддержки абхазского государства я не могу защищать свои интересы в Российской Федерации. Не могу. У меня нету таких ни сил, ни возможности этого делать. А для чего мы воевали, для чего мы создавали государство, если каждый из нас должен свои интересы самостоятельно защищать?
А что должен делать МИД в это время? Что должно делать СКБ в это, если не защищать своих ветеранов? Что они должны делать? Прятаться от, значит, этой ситуации? Если нам скажут, что есть какие-то обвинения в нашу сторону, которые может Россия предъявить, и если у нас были бы взаимоотношения с Россией, я хотел бы обратить на это внимание, что в присланном нам извещении говорится исключительно о событиях, которые происходят в Абхазии. И нам так и было там написано, предъявляется за то, что произошло в Абхазии, напряженность Российской Федерации. Поэтому, если абхазская власть, которая должна свою принципиальную позицию по этому поводу не выскажет, то это становится совершенно бесполезным. Почему я и не обращаюсь в суд? Потому что все претензии к нам, они на уровне абхазской власти. Территориально все происходит в нашей республике. И поэтому я считаю, без того, что наша власть признает те события, которые были, как сделала российская власть, она это сделала устами очень высокопоставленных чиновников, Сергеем Кириенко и Александром Новиком, да, они сказали о том, что соглашение не учитывало интересы абхазского бизнеса, абхазской власти, то есть абхазских граждан. Это было подчеркнуто, что следующее соглашение должно учитывать интересы абхазского народа и абхазского населения. Это очень четко было сказано. То есть российская сторона, если мы говорим о двухсторонних взаимоотношениях, она признала, что соглашение, по поводу которого состоялся митинг и последующие события отставки президента и премьер-министра, что это соглашение не отвечало интересам абхазского народа и абхазских граждан. Поэтому говорить о том, что мы можем обратиться в российский суд, а с чем? Если абхазская власть, которая допустила эту ошибку, она же допустила эту ошибку, когда согласилась с принятием этого инвестиционного соглашения. Она допустила эту ошибку. Теперь вместо того, чтобы исправить эту ошибку, нас лишают гражданства и остальных там, факторы, где происходят депортации. Это, кстати, Кучба – это один из активных участников этого процесса, который с точки зрения молодежи выступал против этого соглашения. И поэтому вот этот нюанс взаимоотношений, мы почему считаем, что это очень важно, позиция абхазской стороны как государства, что она признает то, что эти события не были беспочвенны, что это соглашение не учитывало, уже российская сторона это признала, не учитывала интересы абхазского народа, абхазских граждан, и поэтому последующие события, обвинения в том, что мы, так скажем, создаем, дестабилизируем ситуацию в Республике Абхазия, они беспочвенны. Поэтому нам кажется, что именно отсылка к компетенции Российской Федерации неправильная. Она совершенно неправильна, потому что четко написано, что не взаимоотношения как граждан России у нас произошли эти события, а именно из-за событий в Абхазии. Поэтому, в конце концов, надо дать уже оценку этим событиям. И, насколько мы знаем, ни один из кандидатов в президенты не шел с этой повесткой по инвестициям. Ни на одном выступлении было не сказано, что вот мы дальше будем продолжать. Значит, эту оценку дал уже абхазский народ.
абхазский народ дал этому инвестиционному соглашению оценку. Теперь мы хотим из уст исполнительной власти сегодня услышать то же самое. И пусть они защищают в дальнейшем наши интересы. На взаимоотношении выступают политики и так далее. И было сказано о том, что нет доказательств. Он сам говорил о том, что таких доказательств нету. Но если мы понимаем, как работает правоохранительная система, если заявку такую делает официальное лицо, ее надо, естественно, проверить и так далее, и так далее. То есть мы сейчас в данной ситуации требуем законности в отношении всех, потому что никакой такой деятельности антироссийской или подрывной в отношении Республики Абхазия никто из нас не вел. Понимаете, то есть была такая практика, бездоказательно, с помощью черного пиара, с помощью анонимных каналов, можно было обливать грязью, понимаете, и мы не могли бы достучаться, как сосудник, к кому обращаться за своими правами. Вы как законодательный орган должны продумать, мне так кажется, механизмы нашей защиты всех граждан Абхазии, которых вот так обливают грязью и незаконно обвиняют, понимаете? Это делали официальные лица. Понимаете? Если такая практика продолжится, когда официальные лица, президент, исполняющие функции министров и так далее, СГБ, они же занимались вот этим, они не бездоказательно обвиняли людей. Бездоказательно. То это, и я к чему говорю? И этот весь процесс, опять же, может привести к таким же эксцессам, к таким же волнениям и так далее. То есть, если эта практика будет продолжена. Поэтому наше предложение, давайте начнем с гаранта Конституции. Давайте проведем, не знаю, вы его пригласите сюда, мы туда пойдем. Давайте встречу с ним организуем и спросим, собирается ли он дальше эту линию, которую вел экс-президент, проводить, или мы переворачиваем эту страницу и начинаем по закону работать, где верховенство закона первым долгом. Вот у меня такое предложение. Идите сами защищайте. Неправда, я не так Не, сказал. извини, пожалуйста. Не так сказал. Мы можем защититься, можем не защититься, можем мы с ума сошли. Но это следственная связь такая, это череда вещей, которые произошла. Понимаешь, это не просто рядовой случай. Ты посмотри каждого отдельно взятый случай. Это люди, которые борются за независимость, за укрепление суверенитета Абхазии, извини меня. Это что, рядовой случай? Мы с Ливаном что-то пришли в Абхазии, спрятались и там наговариваем на Россию или на руководителей России, что ли? Или как-то неправильно себя ведем, что ли? Нет. Я больше вам другое хочу сказать. Здесь я вообще другое вижу. Вот вспомните выборы наши, 28 число. И пусть никто не обижается, потом рога и копыта настаивает на все мои высказывания. Все другие нации в автобусами завозили в Абхазию. Что сделали с нашими репатриантами? Это что такое? Почему до сих пор выбранный президент не прокомментировал это? Я не говорю о том, что там не дали открыть. Им не дали заехать. Слушайте, все это время худо, бедно, могут где-то правильно потратили деньги, может где-то неправильно, но сама суть была о репатриации, о возвращении наших граждан, наших абхазов к себе на родину. У нас другой родины нет, у них другой родины нет, кроме Абхазии. Все народы, которые здесь живут, у каждого есть своя родина где-то. Но у абхазов только эта родина, нам деваться некуда. Эту ситуацию создали с репатриантами. Дальше вам скажу. Вот Беслан Викторович сидит, вот Тимур Шергели, я сейчас не помню, кто в этом участвовал. Очень хороший закон, вы помните, вы тоже участвовали, Дауд Витальевич, по самозаказским абхазам. Мы приняли закон? Приняли. Сколько? Больше года
исполнительная власть до сих пор не сделала подзаконный акт, как должен этот закон работать. То есть этот закон не работает по самозабранским Абхазам. Сейчас нам предлагают вообще забыть наших абхазов, репатриантов. Это я так вижу. Никто из наших, значит, деятелей, великих, есть мыслителей политических, которые при власти, все молчат. Слушайте, я 10 лет, не дай Бог, такая ситуация произошла бы, вся Абхазия на ушах стояла. Не так, Вадим Николаевич? 10 лет назад, 15 лет назад, если такое произошло бы с репатриантами, вы чего слушаете? Поехали. Президент звонил бы, премьер звонил бы, МИД на ушах стоял бы. Что случилось? В чем дело? Ахи, их але, их отце, хавайвер. Нет, как будто ничего не произошло. Что происходит? Кто сдает нашу нацию? Кто сдает нашу страну? Кто непонятно для себя вмешался в эти игры? Может, он может ему помочь на дворе? Айхатвара. И всхавы. Может, Абнадула Хаза Рига, Канада Азарвара, сказала. Варахид Гула, Хаид Схрапа, Риз Шуза Пуэрпо. Ва Галара Зара Хазбан, подзаконный акт, Яхау Гранза Руслан. Николаевич, больше года. Они это подзаконный акт не делают, без подзаконного акта закон не может работать. То есть мы это сделали, мы на самом деле великую вещь мы этот закон приняли, подзаконный акт не готовили. Сейчас наших репатриантов не пускают в Абхазию. Вот, наверное, Николаевич потом сам скажет. Извините, если Игнал хотел, я его перебил. Берем. Давай по ситуации. Лишен гражданства за некие действия депутат парламента. Фамилия, имя не будем говорить. Вообще нонсенс. Депутат парламента, да. От союзного братского государства. Где МИД? Все оставить. МИД где? Ну я спрашиваю. Вот здесь Дауд правильно говорил. По законодательству он как председатель комитета, он в ранге вице-премьера. Не будем именно говорить, тот депутат, который лишен гранки министра. То есть министра в Абхазии лишили гражданства. Наказали. Персональные санкции ввели, МИД Абхазии молчит. Это что? Это Я про это и говорю, что отсутствие вообще не какой-либо сдача реальной интересов оценки. Абхазии. Как это больше называется? Объясните мне. Это сдача интересов абхазского государства. Другого определения нет. Мог некий, фамилию, имя не будем говорить, какой-то человек, житель из Абхазии, был лишен. Еще надо посмотреть, почему, что, разобраться. Конституция говорит, любой гражданин Абхазии, имеющий иное гражданство, перед Богом рассматривается как гражданин Абхазии, и его интересы защищаются даже на Марсе и на Луне. Уже не буду об остальном говорить. Да? А здесь мы говорим, министра решили, Сергей Шанков в этом не увидел ничего. У меня О чем вы говорите? предложение. Может, я самый плохой в этом парламенте, может, меня не заслужил. Значит, народ, который меня избрал, был идиотом, меня ни за что незаслуженно сюда избрали. Это значит крест им, и мне это крест я буду носить. Но я избранный. Мне народ сюда делегировал представлять интересы народа Абхазии. И Сергей Шамбов в этом ничего не увидел. Он говорит, я не буду, потому что Шургали не хочет, чтобы я написал. Не за то, что не нужно, потому что Шургали не хочет, оказывается. Я же говорю, наши министры, когда ложатся, и говорят, вот что у них происходит, слушай. У меня предложение. Одно дело. Есть, наверное, самый главный вопрос, это моральный, да, я как-то переживу там с этим статусом, да, иноагента, как-то, может, переживу.
Здесь, в общем-то, речь идет о совершенно другом. Вот меня в пятницу объявили иноагентом, это буквально там, я не знаю, в 4-5 вечера. Уже там к вечеру, к ночи этого дня мне сразу несколько адвокатских контор российских предложили свою бесплатную помощь. Я не знаю, там какая мотивация может быть, но хотя там в документе отчетливо написано, что речь идет об абхазском журналисте и политологе. То есть ни одна абхазская власть до сих пор, ни один министр, ни один чиновник и никто не позвонил, не спросил нам, какая помощь нужна. Ну, то есть вообще какая-то помощь нужна или нет, да. То есть вот здесь, наверное, какой-то речь идет о состоятельности, по большому счету, нашего государства, да. То есть, ну, с точки зрения абхазского государства, все люди, которые подпали под эти санкции, нет никаких претензий у абхазского государства. Люди там, кто-то в парламенте, кто герой Абхазии, да, там, дирижер, там, я журналист, тоже какой-то, может быть, вклад небольшой сделал в это государственное развитие. Но, то есть претензий нет. Но при этом хотелось бы, да, там, это дело России, можно говорить, что это дело России. Но хотелось бы, наверное, чтобы это государство, вот эти институты огромные, которые мы ходим на выборы, для чего ходим, тоже как бы, чтобы было понятно, что это государство для ее граждан, для того, чтобы они защищали. Да, там ты не можешь там прийти на место российского Минюста там, или на место российского суда вынести какое-то решение, там, снять или отменить что-то, да. Но ты можешь заявить о своей позиции. Мы этой позиции абсолютно не слышим. У меня там 5 дней прошло. У Кана и у Ливана уже 2-3 месяца эта история тянется. Но мы хотим, чтобы государственные институты, министерства, там, все эти службы членораздельно сказали, что эти люди добропорядочные граждане, что мы к ним претензий не имеем, что вот эти причины, по которым там все это, как бы их лишили гражданства, и которые имеют там абхазскую базу, они у нас как бы не квалифицируются как какое-то преступление или что-то. Ну, что-то сказать. Ну почему эта власть молчит? Любая власть, я не говорю, там, без разницы, кого бы избрали. Кстати говоря, и политические партии тоже молчат, я не знаю почему. Да? То есть, я вообще говорю об абхазской состоятельности. Какое мы государство строим? Абриков рада, кровь рада, يجيب احتب شو تنزع حنيد وبريح اسقطسو وبريد واحد قدس رحمه زوي ابسنح حيت ابسو حيت بري زيجاك بري تشيتك حنا خطوهم حنا خطسو ويتساسنا خم بداشا حسقطسو يخفي حمش وزكيح بيشو حكسو حكونا بوتو بري خطسرك قصتو. Ну, меня это волнует. Я там буду, как его оспаривать в суде, да, я денег, собственно, не имею, живу скромно, очень скромно, да, помогают мне адвокация, я выбрал одну адвокатскую контору, да, спасибо ей, она будет меня, вести мои дела. Но мне хотелось бы, чтобы какую-то поддержку, сказал бы, Минюст пришел бы, спросил бы, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь там, да, с какой-то юридической поддержкой, да, то есть там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить. То есть у нас, вот мы создали кучу институтов, а внутреннего содержания нет. Есть там автомобили, есть бензин, выделяемый аппарат, там, я не знаю, на командировки. Зачем вот это все, объясните мне. Для чего это делается, если не для граждан? Вот у меня единственная вот эта проблема, да. С этим иноагентством я как-то проживу. Да. Наверное, как бы определили, и мне, да, даже иногда приятно, да, на родине почетной грамоты не получил, но там как-то определили, что, в общем-то, мой голос где-то слышат. Спасибо. Общали мы, что наши проблемы растут оттуда, да, то есть вы оттуда, то есть это проблемы там надо искать.
я тоже с этим сталкивался, то есть останавливать нас на границе, останавливали года 2-3, как останавливают на границе, там какие-то беседы ведут, что-то узнают, и многим, кстати, говорят, что когда уже там начинают возмущаться, что вы возмущаетесь, оттуда идут сигналы. При этом мы, кстати говоря, в СГБ ходили, это вот в прошлом году, в СГБ ходили, глава СГБ очень так, а я вообще не в курсе, то есть, ну, такой, как будто был там какой-то кооператив по продаже пирожков возглавлял, и он не был в курсе, что долгое время там его граждан останавливал. Сейчас он его не работает, но тем не менее там у нас власть сменилась, да, я хотел бы, чтобы эта власть как бы по новой как-то перезагрузку какую-то устроила, ну, по крайней мере, есть такая возможность. И на этой базе я бы хотел бы, наверное, чтобы какое-то парламентское расследование произошло, все-таки какая-то утечка информации идет, то есть на границе те же были списки абхазских граждан, людей, обычных людей, там, не обязательно они политически активны были, там, я как понял, передали списки людей, которые работают, просто работают обычными клерками в международных организациях, которые здесь аккредитованы. То есть абхазские граждане, там он работает, я не знаю, в ЮНИСЕФ, там Красном Кресте, но водителем будет работать, но тоже в списках. То есть людей, которые работают в неправительственных организациях, людей в общественных организациях активных, которые принимают участие, туда попали. Попали журналисты. То есть вся эта база данных отсюда проходила. Потом уже, я так понял, начали уже, когда, в общем-то, никакого наказания, ничего не последовало, уже стали уже как-то еще по-другому, более планомерно стучать. Мы уже как-то привыкли, что у нас 2-3 года здесь нас сопровождают различного рода анонимные каналы с абхазскими названиями, да, там они даже у меня такое ощущение было, что во время выборов они были частью одного штаба. Нас всех сопровождают. Да, нас всех, да, но никакой попытки расследовать, откуда все это идет. Там много, кстати говоря, документов сливали, которым я, журналист, доступа не имею. Мы не знаем, были попытки или нет. Нет, но я бы хотел бы все-таки, что парламент какую-то комиссию создал бы и расследовал бы вот эту ситуацию. Насколько мы вообще, насколько это возможно? Но это уже вы как-то решите. Невозможно. Ничего невозможно. Что у Абхазии нет технических средств, чтобы найти, откуда эти телеграм-каналы. Хорошо, телеграм-каналов вы не найдете, но людей, которые там списки передавали. Вот сейчас у меня разбирательство будет в суде, я разговаривал с адвокатами, они говорят, ну там можно найти, говорит, документы, то есть вот то, что там они в сопроводиловке сделали, это должна быть сопроводиловка какой-то документации. Кто-то, видимо, какие-то бумаги на мое имя писал, наверное, отсюда тоже писали. Там это все всплывет. И для меня это очень хорошо, если отсюда всплывет, и я увижу эти корни. Но я не хотел бы, чтобы вы потом закапывали эти корни как можете. Я хотел бы, чтобы абхазское государство в конце концов раз и навсегда начало разбирать наши внутренние проблемы, это наши внутренние проблемы. И мы сами должны их разбирать, а не отдавать кому-то на откуп. Хочу добавить к вашему финалу. Вот это наша такая позиция, когда мы говорим, у нас нет возможности. Стукачей народили, я извиняюсь, но уже даже и неудобно. Анонимные каналы, там еще что такое. Понимаете, здесь есть нюансы. Может быть, важна не ваша возможность разрешить проблему и дойти до конца, а может быть важна ваша реакция, ваше внимание. Если вы создадите комиссию, например, по выявлению вот таких антиабхазских анонимных каналов, может вы их не найдете, этих людей, которые там находятся. Но вы создадите прецедент давления. Если в следующий раз эти люди Хотя бы объявить их незаконно. делают это или нет. Если мы будем оправдывать наше бездействие, невозможности найти преступника, как знаете, тогда всю милицию надо распустить, потому что во всем мире
80% преступлений не раскрываются. Вообще, в таких случаях действует сложно. Слушайте, у вас сидят, я извиняюсь, вот эти... Я вас прошу, Бартон. Вообще действует по сложному, обычно так говорят. Вот это сегодня у нас очевидные вещи, правильно? И если мы все знаем, что здесь сидящие, в всяком случае, представляем необходимость защиты прав граждан Республики Абхазия. И мы знаем, кто должен кого защищать, правильно? Так же? Это же факт. Вот. Теперь, мы сейчас, здесь назад обсуждали, какие механизмы мы можем задействовать для того, чтобы заставить органы исполнительной власти начать действовать. Вы говорите, что вы ожидаете? Чего я ожидаю, я скажу. Я ожидаю, я хочу видеть органы государственной власти Республики Абхазия, органы власти, исполнительной, законодательной, судебной, защищают интересы граждан Республики Абхазия и суверенитет Республики Абхазия. Вот чего я жду, чего я хочу. Начал действовать. Начали действовать. Я хочу осознавать, что они действуют искренне и в своей деятельности делают все возможное. Вот я бы хотел именно это увидеть. Что конкретные предложения? Можно я? Нет, подождите. Вот я, понимаете, мы все можем сказать, мы хотим, чтобы защищались права. Я вас прошу озвучивать конкретные предложения, потому что здесь присутствуют коллеги, которые, наверное, потом уже мы будем собираться отдельно, будут эти идеи уже озвучивать так, чтобы мы проголосовали или приняли какие-то меры. Поэтому прошу вас... Своим законом, соглашение у нас это не прописано, они считают первичным, если человек имеет гражданство, то все остальные. Как и мы. Но дело в том, что может соглашение внести какие-то изменения, чтобы эту ситуацию изменить. Давайте об этом тоже подумаем. Я просто понял идею, что... Ну, идея очень простая. Если Россия будет относиться к нашим гражданам только как гражданам Российской Федерации, она будет применять любые меры. В том числе и те, которые применяют сегодня. То есть лишение гражданства, там, это метод устрашения и метод давления, скажем так. При этом это касается наших граждан, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Ну а как она должна к ним относиться? Ну и что нам нужно видеть? Для них первично то, что он гражданин России. Все остальные гражданства для них не имеют никакого значения. Когда они руководствуются этим. Может между Россией и Абхазией, может в этом соглашении внести изменения, где четко будут прописаны, какие взаимоотношения и что первичное и вообще что вторичное. Ну хорошо, допустим... Не, я Сидикович, вот то, что вы сейчас правильно сказали, вот то же самое зеркальное должно быть и для абхазов, но абхазское государство так просто себя не ведет, чтобы вы понимали. Я понимаю, что абхазское государство как себя ведет, мы уже видели, к большому сожалению. Есть у нас договоренности, которые говорят о взаимном признании закона. Во-первых, это взаимное признание. Хорошо, я обещаю, я в смысле рассмотрю этот вопрос, изучу его. Да. Надо Я для себя пока не очень понимаю, Не дожидаясь, когда мы общественники, нам никто за это деньги не платит, чтобы мы защищали чужие интересы. Не дожидаясь этого, вы, как наделенные всем необходимой власти, можете вызвать соответствующие структуры, поставить вопрос о их соответствии занимаемым постам ввиду того, что они игнорируют свои обязанности, вызвать посла Российской Федерации вот сюда на КАДО, вручить ему ноту и тем самым сделать, как вы знаете, превентивный удар. Если вы на это отреагируете жестко, завтра люди положат под ковер те решения, которые они запланированы для нас и для вас. Вот что мы видим, и чего мы ждем от вас. Как уже сказали вчера, у нас где полуараби, если было защищать, вы родились вчера, рейд, и Ажилатал, и Зиманчал Зарев, как сутарилось. Ничего, Рафиан, что из России вообще, вы излечили теперь ход Ирака, Джо Усрарахет, Джимшинов, из Иргаз, вот я бежал в течение 7 дней,
Естественно, 7 дней это надо обжаловать на территорию Российской Федерации. Это нужно доверенность, это нужно легализовать, и сложности большие. На следующий день 4 человека, я имею в виду эти последние дни, до этого были случаи во время конфликта в Сирии, Шампура, уехал в случай, один год Алашана по Туртуранге, Азизкар Пшик, Курба Барас Хафизджу, Едеге, Ешеватя, Гидабхит Рабхирекун, Насмеша, Атачарашин Биджер Эйшца, Зеши Раба Раджи Демнези Дуби Хумтаду, Вазовок, Луиза Дабшатуди, Исишин Тачу, Юмидашба Ашбараштаун, Алтракураш, Уйжашик Сагир, Амавератана, Тирханвит, Швалсовший Сабук, Юмидашба, Ара, Хадбухарала, Айбишран, Дохамара. Стрим, Ясвеца, Марчбетзатана, Филия Мурат, Ра, Аяйр Проспектуча, Аткан, Аджаусилот, политики Гдала, Матунзерги, Хаджабала, и ведут на себе комнате, и нахуй здесь шел Аварио, и выходил из него, Ацахаюгу, Аткан, Аджаусилот, и Хаджабала, и где Хадждан, что Ханифи, взявший Сельзииз, Кепидаловец, Зенчавшись, Уги, Рачи и Виза, и Пылара, Аиба, Вазиш, Бешцос, Вода Амиртулан, Баф Басад, Доуштамас, Джоуши Раби, О, Ара. Вообще, Ара, Хайпширо, среди журналистов, там сейчас, это Хаяваза, это формат кого? Вы даже не Хайпширо. Зыланца, где-то, господина, Хаудар, Рабши Рикарко, Альби Рархау, Убрашара, обсмеял Шерда и был Саши. Успеет. Хинтеша Усирантром, у вас рарко. Ком-то да Сейсахаль Фериш, Анаги, Абсилиирго, и Хацгалом создана шала, Шаджакуиме Кызбит, Куджики Арника, Астаху, Иша, Ацухтана, Саадби Бальзахана, Агар Сараи, Астазала, Ацхараш, Урстула, Ацхараш, Абсмеял Ябжги, Тысча Садки, Мирихану, Бибецали Рахана, Ирейхов Затыгул, Дашият, Ишин Сулша Зала, Насгир, Абрат Зинцбук, Схадскош, Пшу, Яцешир, Гестаху, Пшу, Рахин Бивиджа, Ишча, Куджа, Урстула, Инкараджа, Царахцон. Ну, и Цердура Бара свой, Уждур, Ахаяша, Хаким Радалгейч, Мушпак, Мушпак Рабшалас с Чудан Ябири, Ансара, Дзбан, Фичапи, Аклинитача, Обштыктача, Рыдерпуло, Ахауизи Янгул, Бешукса, Урстула Инкара Тамнулу. Яха, Виджа, Яйт, Туртуанти, Атаджа, Сару Пурамадзамаст, Йоуч. А Хасарей Насчна мне Клеха Сельчу, Дежагана, Янгалта, Кабха Баспар, Нукуица, Абриатарка миграционная альтиадия, у Напальци Вихан Илки. Напальци Верти Гуиштаз Минуткалхан, Асиет Ашталхан, Яларрони Барро, Ойл Базрабха, Убриасия Нилбад Табилана, Наса Телдасна, Абупа и Хабада Алган, и так из Хабубав Насаат, или Яхану Ада Антулана, Уайера, Туртулу Хаштот Хайалдан, Маса Пснеста Ачарао, Рахи Хана, Рахи Фир Хана, Рахи Ахаддистулос, Уйдет Сулот Замас, Уйдет Туркун Милатла, Уйдет Дырханвен, Дахин База, Тарак Пучти. Сара, Яцгир, одного министра, Ждурот, Яцера Саана, Сейчтабе,
писать швейдера, хайпшера полотха, дома министра Чесова, айдет амнисас чуз рыш череда начала аджа терапратива процедура зердо министр юстиции айчагери хама и тчлоусы даяши захана хазахтым зусу изещоги зи дара амга распи рустила юшару хучичкапо сара хариги шас симо азару кучне ариам школза насео шпахтери винахас Рареген, Чехов, Рареги, Зимао, а хаяться с чувством программ. Туртула Интара, да Египта, Интара, проблема Хамад. Иордания, Египет, Мисра, Мисра, Джигджи, Ахет, Прохад, Вернуть. Я Туртула Интара, Сарейзи, Убрезена, Ялват, Зарей, Пшера, Цара, Хатар, Нагва, я Судай, Убриген, Сара, Сара, Ичергерту, Лаги, Ацхараша, Его, нас Стамбулия, Генконсу, Хаварки, Генерацию Жена, Уездара, Ашикурду. Сара Худжи, Нацичный царство Бога, Алфа Шидер, Александр Хаман, Хус Артаджан, Убраги, Сепшан, журналист, ранычный журналист, он Сара, Путин, Бобхот Хагдзен, Сесусуры, Ешел Гиранза. Я сейчас ходил в Саранцу, Бобхот Хагдзен, Сиспрохагу Вестуя, Нюта, Араныч, Сиспрохагу Сусуры. Абрай, Эйстау, депутацию Шхацты, Джим и Виден, Хайсна Порока, Абричевая Тадала, Нян, Сраха, Иордания, Туркия, Хашир и Ванза, Ивания, Хашир Фазалы, الانترج اتحرك بالاسلوب اتحرك حيتعو وحرا خمط ده الطول والاسلوب حمو بابنسي هذا يخفوا انترج جنجوا حرا اي مدرات حشبجو طورخ لشبشت يخلو رنخار رنصر حرا يشان حمجو قبري راكر عاشا سابشو قمستمشو شامستاشا نسل Нас где ходил за щи, он сказал, и все ходил за щи, что Ливан, Иордания, и оттуда ваби, оттуда изима урстили Стамбула, виза хаю урждать. Хахдана халах говорит, ахцазала, сараяха баса дел штухна, интарика. أتحرك في سلسلة أهل السوق حرح جنج وعرفتنا проблема حمد مشبك وما يقدر أوخر بطلان زي مشبك شاد زي بيجخر أسس تحتان حراران دايما وبرتراخن يجيبش وربخت يعني يجيبش بالوتول ويجيبش خمش تمش رلا يرلو غراتنا أنا يبتنا شجاو حركة جديدة جمزر برخدا حمد Амченко, Яхамо, министр Ома, СДБ, Азур Ома, Улитана, Рабшади, Сара изхъсва, зидир с Адамас, Абрай Литхел, Хардан, Хоп, Яхтоп. И как из рогами проблема нельзя снять. Я уже там я пробовал, а ты зацепил. А Москва его, аду, агамничный министр сообщил сразу. А ты зацепил директор, Амриташара Данашала. А Рентару Куикой, Хабил Сибит, Наскивей Толс. Я сейчас, Шараш, Диаспора Данашала, Харапер Хаба Шахту. Ахашара Хан, Рентару Юфо, ты было зачем? Харя Турузова, усадил Турузова. А ты зараз диаспорально, мы вам не вмешиваемся в мешаем. Мы меч государственный просим, нас пускают. Естественно. В этом. Но последнее, все сиздерджон, за Россию, и Тагала Мило, за Буапсуру, вот тачка, Абри, Знабачи, он гимназия Зимберо, и Уширов, Алусура, Дарья, проходил. А Буапсура,
yaşıksa, yokşuksa, adı ve muavaş geliştir, şunu rayr ediyor şu. Yok сейчас хотя антизарını şiir hayatımı Чатку, нас наблюдируется скорее всего вероятно, я поставил из греческие, ну, Владимир Николаевич, пацаны, офицеры Циман, не только в парламенте, и не только государственные деятели, значит, действующие, но и представители общественно-политических организаций, партий, не все высказались на этот счет, в том числе участвовавшие во всех этих мероприятиях. Да. По-разному нас тоже называли в различных телеграм-каналах, анонимных источниках. Нас тоже это беспокоит. Или же, например, вчера, ни в коем случае не воспринимайте как там претензию. Вчера кто-то, значит, протестовал против нас, что мы аэропорт неправильно принимаем. А сегодня он выступает и благодарит избирающуюся команду за то, что, значит, они аэропорт запускают. Ну, тогда и общественность, и люди начинают дезориентироваться в подобных ситуациях. В остальном, конечно, ситуация ясна. Что касается вновь избранного президента Бадры Зулатовича, ну, сейчас я не склонен говорить, как они будут на это реагировать. Мы эти вопросы, конечно, будем обсуждать. Да. Что касается непосредственно деятельности центральных органов власти, в том числе Министерства иностранных дел, я совершенно согласен, мы должны это обсуждать, и должна быть соответствующая реакция, хотя бы запрос, почему так произошло. Это так. Вот я в частности говорю о нашем коллеге Кане Кварче. Да? То есть это люди, которые обладают мандатом, наделены соответствующими полномочиями. Мы должны для себя разобраться в ситуации. В целом там посыл понятен. Будем обсуждать с коллегами и думать, каким образом быть с этой ситуацией.